Когда-то это давно было, это 10 лет тому назад, мы попали в это место. И нас поразила прежде всего запущенность архитектуры этого храма. Кругом был мусор повсюду, такое, знаете, бездорожье, неблагоустроенность. И мы решили вот в тот момент приехать сюда и потрудничать. Вообще традиция трудничества в православии на сегодняшний день потеряна. Есть разница между трудничеством и паломниками, которые приезжают. Паломники – это те люди, которые смотрят и уезжают. А трудничество – это прежде всего, когда человек своим трудом зарабатывает, помогает в восстановлении храмов, территорий, благоустройстве и, конечно, зарабатывает себе благодать. То есть, наверное, это не случайно вышло. Это, наверное, по Божьей воле, что мы попали сюда. Почему? Потому что долгий промежуток времени я лично с учениками проехала всю страну. И мы делали в школе, я с ними выезжала всегда в пионерские лагеря и зарабатывали себе деньги именно трудничеством. И попав сюда, я поняла, чего не хватает сегодняшней системе образования ни в семье, ни когда дети отучены просто от труда. И вот нашлись первые 8 человек, которые согласились и приехали сюда уже на ноябрьские праздники. И стояла одна единственная лавка, и вот это неблагоустроенная территория. Мне казалось иногда, что, уезжая отсюда через неделю, я сама лично думала, что здесь никогда ничего не будет. Почему? Но познакомившись с отцом Андреем уже позже, через год приехали 2 класса. С детьми приехали сюда. И как раз шло очищение вокруг храма. Ребята работали, дождь лил. Ребята так эту территорию благоустраивали. Но самое главное, что первые мальчишки и девчонки, которые сюда приехали, позже избрали профессию военного или врача. Когда я говорила: ребята, на кого вы хотите быть похожим в этой жизни? Они всегда говорили не на родителей своих, а в первую очередь на того батюшки, который из Абхазии. Я поняла, что необходимо в первую очередь в каждой семье на сегодняшний день, в первую очередь, чтобы ребенок с детства, с малого, был просто приучен к труду. Без физического и нравственного совершенствования человека не произойдет как таковое формирование личности. И, конечно, на сегодняшний день проблема бездуховности. Башуксацует, ара айгуасын хода зубжакатам, зубжаги охуама хамуб, уи уже айгуб усура яналагаз бас яйп марказак вазухун нарах нуқора снуқота ашуксешас хазепш, тарадзе исквабхот уи Икерсиан уизухуна ра япцоп зиги уи шади хурату Кутуншира изто чванырра поёрцазы зигрила бра япцо тагла заша дара зигрила из попход яра ухама хатай штыру это таврух дузмо тыпуп ипшо тыпуп искбала шот ра яхап яхай ицаки аси ныкамази уже яхап яхай ихна исчна ажабар бот яцрцот юбаратби обуи дара зи бахого сгонала ухама амаца зызва аб Андрей Ягузар дарадза уяхо уюб и базша хауп и хаме пгашом гиома яра зигрила яра керсианра пхара корыдаги яхап идруд апсуа гомацама коги илика авет убрезухан дарадза сгуяна гот иманшалоп и керсиану алайр друет зигайхет хасгуяна гот има Яйцки, яйц, апхерарыстот, шайлан шаши хала.
Ну, сам родом из города Куйбышева, нынешней Самары, был военным врачом и в 2006 году рукоположился и направлен на служение в Абхазию. И как раз вот место служения Дранды отец Виссарион направляет в 2010 году сюда служить, восстанавливать монастырь. И под его руководством, с Божьей помощью, с трудниками восстанавливаем, насколько возможно. Вот за эти 11 лет сделали вот такой объем, который мы сегодня видим. Главная сила – это наши Божьи люди, трудники наши, которые сюда приезжают со всех концов, из Абхазии, со всех концов России. Ну и даже порой бывает и другие страны приезжают. Вот, кто-то на день, кто-то на месяц, кто-то на несколько лет порой даже бывает. Вот, чтобы вот поучаствовать в восстановлении этой обители, стяжать благодать. И, конечно же, благодаря им здесь все восстанавливается. Они, в общем-то, порой средства сами дают, и сами же копают и сажают все, что мы здесь видим. Так, ну, труднички, которые здесь, ну, большей чаще приезжие и проживают на территории монастыря. Проживание, питание бесплатно. Кто-то приезжает для того, чтобы целый день трудиться, кто-то приезжает, например, на 2 недельки или там на месяц, с полдня работает, полдня по святым местам, на море ездит, чтобы совместить это время отпуска в основном и с отдыхом, и с трудничеством. И место, конечно, такое уникальное, удивительное, Дранда. И неспроста Симеон Великий построил здесь такой собор, Дранский собор в свое время, потому что была такая лучшая климатическая точка в Абхазии. Стоит на горе, в то время была малярия, и обдувается ветрами с гор, все ручейки стекают с этой горы, и нет такой заболоченности. Поэтому, конечно, такое хорошее климатическое место, комфортное, так скажем. И вот, в общем-то, даже сам храм, простояв вот 1500 лет, 2 раза турками сжигался и не разрушен. Поэтому, насколько могли, мы вот только немножечко привели в порядок, а стены, вот они настолько такие вот крепкие, столько времени простояли, все выдержали. Ну, еще, даст Бог, выдержит не меньше. Готовлю пирожки трудничкам нашим. Они у нас постные, потому что сегодня постный день. У нас сегодня была на завтрак каша манная. Но так как она осталась, а в монастыре нужно все как бы экономно все. Мы вот в тесто. Сегодня будут пирожки с капустой, с повидлом. Мы приехали с Воронежской области, город Эртиль. Первый раз я попала в 2014 году. Да. Я сначала приехала сюда одна, потом начала ездить с дочкой. Нас здесь встретили с такой любовью, что просто мы живем от потока до потока. Поток летом, поток зимой. Во-первых, она дает нам любовь, веру. Мы живем, можно сказать, мы живем этим, как бы, я не знаю, энергию какую-то дает, что вот нам вот хочется жить, нам хочется радоваться. То есть, и эту радость мы привозим домой, и я раздаю своим детям, внукам. Теперь, конечно, мое желание привести сюда внуков своих, чтобы они тоже здесь потрудились, как бы узнаем жизнь духовную. Не видел такой любовь ни в каком месте, как вот именно в Дранском монастыре. Поэтому большое, благодарю батюшку нашего Андрея, что вот так он может нас всех любить, всех вот окормлять. И мы даже связь держим оттуда, на таком расстоянии. Мы всегда у батюшки под контролем, если что, звоним. Батюшка, благословите, батюшка как вот здесь, а батюшка как вот так. Поэтому слава Богу за все. Пшишукса дяхта, шукса хтоба брижобриж сайвиш терах. Рабхаз искович царах саназ. Нас свитчисе брат ашкостан. Ахангис хамасыз дарах. До усерхет свитчашка квасахерхет. Ана кваса ханил гахура урокко. А церква хцутла авархан. Усквена гэнэ свитчат хавара шаванас хайцот сеги сомнезе саханги усиса хетаха. Хайцхалапси. Хайцайд седрорах сюнамуэта храмахускансас снат замыз дазахэнду. Усын сайн хахопшин седры ископхэт тапзен. Нас он уйнахас учи уштана 16 лепшис. Чнат разуен сайта керсента седескорц. Сайн 16 насара бачка синати.
нас уйнахасги сайвон ус сесизрдзомыз дара трудничество шаз нас ава ус шруара нас ус квена гонам чашавайт нас вот как нас ус фягон еще здорово здесь сахаз мчашава савон ус мчашава савон нас уж букуре гис сайзомыз раус рует сайзомыз сахан гис ну хоть захистинес бзиз бонах бра хоть ساعات كده مزرجي خرمة شيء سرقة أوس كزوندز هن نص رمحام يشتاس هن يو وي يسمو بس يسمن أخ سبيانا كزومز در أوس روات هن يسدر زومز زجين إن ريوس هشاز سانو بيز هاز سانو سو هتابرا واجي أوس رويد وهد أوس وكوجي وعاب وهد يتخزر وهد أوس مش أوس هو تخزر بس دارين سحانس وشتان سيسن بو وشتا يو أما يخت شباره هوا أورس شو هذا لما منتهن يخت ويستخزع بس أو شارع سما ببرجو بس وسك زول بتدا خد مش كي عدم زرقي سعيد أما مشوش الناس برجو خيبش سوش بكونتريت بادجك زرقي تابيز نحسيت حنيو قشتخ بادجك سنين بس هاد وسك زورس تخوبس هاد نسوا سوا بوجهن ساعات كده مزرجية وامسهم رابخ زوس صعب خشيت سنين سنين يا عسرية صعب خشيت أخاص يسواجي سنين يسحد بس وسك زورس تخوب خد ساعات كده مزرجية وامسهم وشبامو يهدوا عوارخي هن لا وسور السيدي وبرينا خاصة براسه وب برينا خاصة أنا سابش بشوشك сатвойду что вот обас хавает. Добрый день, всех приветствую. Сегодня воскресный день, слава Богу. Воскресенье – это Малая Пасха. Одновременно празднуется день первомученика Стефана. 100 лет назад так вот, при миротворческой миссии погиб родной брат моего деда. Его тоже стали Стефан. Сегодня, когда читался апостол Стефан, у меня так это пришло на ум. Вот. Вообще этот храм Успения Божьей Матери их в Абхазии, значит, по пальцам можно сосчитать, все они имеют очень важное значение. Для абхазцев праздник Успения Божьей Матери – это тот праздник, который не удалось выжечь ничем. Ни большевистским засилием, ни мусульманским, значит, владычеством, ни нашими языческими традициями. Да? Мы все знаем, что такое Успение – это основной храм, это праздник, который в крови нашего народа, в сердце нашего народа. Этот храм был построен в свое время императором Юстинианом. Это вот заходил сюда спикер нашего парламента, и вот он возмущался, что как же так, вот, говорит, это для абхазцев построили храм. Но для абхазцев и абхазцев мы действительно должны наполнять этот храм. В храме служит отец Андрей, его все знают, его многие знают. Те, которые один раз побывали у него на службе, побывали у него на исповеди, они помнят, что главное, священник, который, значит, обладает любовью, вот рядом с ним тепло, рядом с ним хорошо. Это знают все, которые часто заходят и которые не часто заходят. Вот. Ну, батюшка Андрей всегда с открытым сердцем встречает людей. Вот. Тем более, как бы служить у нас в Абхазии непросто. Но и некоторые священники из России отмечают, что наоборот очень хорошо служить, потому что благодатное место, и люди, они открытые. Жизнь у нас здесь настоящая, не деланная какая-то, не придуманная. Вот. Лично для меня, значит, отец Андрей вот так вот как сказать, осуществлял такой переход, помогал в душе в иной мир по-абхазски, знаете, а псы, да, это не покойник, там, не мертвец, не тело, а псы душа, новое обретение. Вот мои близкие со стороны моей бабушки здесь недалеко живут, до Покыта. Вот, они христиане, как, впрочем, и вот мои деды все, Кабба, меня зовут Адгур, я крещенный Сергий, работаю в университете. В общем, храм у нас особенный, благодать у нас особенная. Сейчас здесь мои друзья с Москвы вместе служили, он как только зашел, сразу почувствовал сердцем, а как не почувствовать? Здесь молитва не прощает, здесь был монастырь, здесь жило 1000 насельников. Вот это вот здание печальное, которое есть, ждем не дождемся, когда они получат большую участь, лучше построиться, да, и здесь храм был. Здесь был храм, может быть, тоже будет. И как-то я знаю, однажды ехал в маршрутке с человеком, который 8 лет здесь пробовал, он сказал, если бы не вот эти службы, которые он слышал, он вот, как бы, наверное, по-другому как-то себя повел. Так что слава Богу, что мы здесь, слава Богу, что вот сегодня здесь много людей, слава Богу, что мы молимся, потому что, как даже вот в народной мудрости говорится, опять мы, абхазцы, на Господа надеемся в своих молитвах.
Мы вспоминаем его каждый день и всегда рассказываем нашим гостям с России, что первое, что мы говорим, аншау лубхахат. Не кто-то там, не где-то, а ты, Господи, дай нам. Дай Бог здоровья, всего хорошего. Всем ходить в храмы по воскресеньям, по праздникам. Тогда, может, и жизнь у нас повернется как-то получше. Ну вот в данный момент и уже несколько лет подряд я в трапезной готовлю для трудничков, для наших, значит, вот обеды, завтраки. То есть отвечаем за приготовление пищи. Сегодня у нас суп гороховый на обед, утром была каша манная на воде, потому что среда, постный день. Салат был из винегрета, из красной свеклы, да. Пирожки были, блины были, чай был травяной. В 2014 году мы с Иртиля, у нас приехал сюда автобус, целый автобус. Мы приехали, не знаю, куда едем, но знаете, что в Абхазии. Вот, как страна души, как говорят. Приехали мы сюда, нас встретил отец Андрей. Он был в такой рабочей одежде, все такое в глине у него, тележка, все с тележками бегают. Ну, думаем, Господи, куда мы приехали? Это я с внучкой, она только в этом году, потом в 2014 году окончила школу, поступила. Но он нас встретил с такой любовью, вот он нас так принял, что вот хотелось просто выложиться вот в работе, что мы и делали все эти 10 дней. И потом мы, конечно, заболели мы Абхазией, вашей красивой страной, заболели мы, ну, конечно, и тянул нас сюда к отцу Андрею, потому что он столько много дал вот моей внучке. Мы прожили безбожники. Наше поколение, вот я с 1952 года, ну, практически, я и была коммунисткой, и комсомолкой, пионеркой, и поняли мы это намного позже. И привело нас к Богу, конечно, горе. Горе, когда заболели дети, горе, когда умирали родители, нам приходилось приходить в храм и все. А вот как-то это как обязанность какая-то была, надо прийти. Но тяги вот такой не было. И вот когда мы познали, вот от отца Андрея исходила такая любовь к православию, ему так хотелось, чтобы все были православные, потому что действительно те законы, те все заветы, которые дал нас Господь, они ведут к любви. И если бы мы любили друг друга, то жизнь у нас была другая. Вот эта любовь, я ее встретила здесь, встретилась от людей, все, которые приехали сюда, вот каждый друг другу помогает. Вот первый раз в жизни я видела такое. Меня зовут Наталья, я работаю в детском саду воспитателем. Сюда я попала в первый раз в позапрошлом году со своим сыном. Об этом месте я узнала от своих иртильцев, в частности от Валентины Митрофановны. До этого уже сюда приезжали мои братья, трудились. В особенности мне нравятся беседы с батюшкой по вечерам, которые, мне кажется, запомнятся на всю жизнь. Батюшка, он хоть и рассказывает какие-то вот отдельные поучительные истории про кого-то, про отдельных каких-то людей, но мы, каждый присутствующий на этой беседе, понимаем и, в частности, для себя выносим, ну, что батюшка говорит, как будто вот именно про нас, про каждого из нас. Батюшка очень добрый. Он бывает строгим, конечно, как без этого. Ну, может поругать, но мне еще не попадало. Ну, да, мы зоология уверенность, аншает, аншат хазу, когда хепшны давит, мало хвамайха, бзиб, их гулот матып, да хепшны давит, мамзельги, лохвал наус зва. ويحب أبراس زاي ويحرق يرعب أندري مدارة نبتويك والصوت أبي نص نايلك أبي دو حب زي صوش عن شيكون بي عن شوية بس خشن بي دو حق زايشت وش زبط يروان يتشجلك أبي وقتازك وقلق عزا شمزك يروان يتشجلك بس وتنش زيجلو وقدر تنش نايلنا أوصد أبرا ну я сегодня ходил по дня сегодня но анса بس نسخز بوت بس نايلك и хатала اب Андрей дара двоичков
он яцвежа и бар пиғоп и бушицкё и дуне хопшища варзнейша абранас ижбот иқацо ус мачинг ацазам харги знезна хаушу ханис храабаха яхараг яра ихала инапала иқайцо рацшоп насижбот шазник схахует аус гуни айцет бия хаджирз гоб хархкирсан рапсо ахкирсан джирз гоб насират шпсом ждудаха абрапсын то дааны абра анчимет ну хара харгида хацхраны анчахацаракны дары айцо успарачо яра хазнза хайзай гоб зизна наскахзник айну дангей гоб апсвачис иза ахцо да я харцот апсвачи сафара ерги дары бобход дальчим хауп интересимо абас анас айзера вахабжет на хама бирехаре даски джавшаш ижбоб абра вебшем хунткар я харак урстулам пи айрашена анча халзо ваша ижбоб вынос вылус بزيه وشو بوا أيوة زر حجر جوزر كريستيان رابسو شو رابسو حشو كريستيان ناس عفبا بيشوف ساخيشت ناس يقوب كريستيان نقوح قد أبسو أخا خديكو سبوع مخوب يحرق بس نعلق أبسو أجدر حماجو شزبود إماجني أيوة شيخ أحورا أكم وخياشو ياشو نشنقو قاشو وشتاشو وشقلاشا يعوصاشا تششكو وقلاشا بيزيجي زيجير درزو أبسوا الشيشو قدر جبرا يعين نسبي كيسانا غانا خلا خ يدر خربيو يخبيا وخاما بيجب بيخوجيك بحر السمو بيتك أبسوا يحا В беседах с отцом Андреем, который в проповеди, меня поразили его проповеди, он в первую очередь подчеркивает, простым языком показывает нам, что означает первая заповедь, вторая, третья, четвертая. И дети, приехав домой, за 10 дней так меняются, родители спрашивают, что с ними там делают, что дети наши начинают трудиться, бабушкам бегают, бабушкам, дедушкам бегут, чужим идут помогать и так далее, и так далее. То есть мы потихонечку возрождаем таким образом и духовность, и православие. И когда-то Обама, американский президент, уходя с своего поста, он сказал, как только мы разрушим православие, можно этот мир, Русь и всю территорию можно брать силой оружия. Поэтому у нас есть возможность на сегодняшний день каждому совершенствоваться. Работы очень много здесь. Ну вот вы видите кругом. Одни у нас ремонтируют крышу, вторые у нас занимаются на трапезе, третьи метут, огородом. Кто-то чем-то, всем находится дело. И, конечно, я думаю, в этом большая роль священника, в первую очередь того, кто стоит, является настоятелем, руководителем этого храма. Потому что он пытается в первую очередь выработать у нас человеческие качества. К сожалению, мы понимаем это очень и очень поздно. И всегда меня вопрос мучит. С чем я приду в другой мир? Какой багаж я принесу? И чем будет... Если бы отец Андрей, вот я думаю, я знаю, что он по специальности и военный, и доктор, и вот мы видим священник. Но он на любой работе будет выполнять. И, наверное, был бы прекрасным военным. И был бы, если бы, руководителем, наверное, здравоохранения. Но очень-очень ему хочется пожелать, чтобы вот этого терпения по преобразованию нас всех. Мне 16 лет. Я узнала об этом месте по рассказам людей, которые здесь уже были. Ну, мы ходим, у нас один приход, и я много раз слышала об этом месте. Мне очень хотелось тоже здесь побывать, ощутить вот самой все это. И как-то раз мы ездили с мамой отвозить вещи, ну, сюда вот как там моющие средства, там, ну, разная помощь. И мне пришла мысль тоже как-нибудь поехать, ну, без родителей, попробовать самой. Вот. И
через месяц уже я очутилась здесь. Вот. Приехала с нашими эртильцами вот, на автобусе. Мне здесь очень понравилось тем, что такая обстановка дружеская, все друг другу помогают, прям такой слаженный коллектив. Батюшка Андрей очень-очень хороший, мне очень он понравился. Мне бы хотелось еще сюда приезжать. А больше всего мне нравятся здесь беседы с батюшкой вечерние. Он рассказывает нам почти обо всем, и об истории монастыря он рассказывал нам много раз, и вообще о семейной жизни, вот как, поучительные такие истории разные, вот. Я сюда ездила в паломнической поездке, очень часто ездила раньше. Посещал святые места, но ухожу в свой храм. Но паломнические поездки, они как-то это не дают, то, что я тут ощутила. Я просто не могу говорить. Просто у меня было такое горе пришло в прошлом году. Сразу в месяц. У меня муж умер, сама болела, и я не знала, куда деваться. И в храм свой ходила, но мне не помогало ничего. И вот дочь меня решила, мама, съезди обязательно туда, тебе это поможет. И вот эта тоска моя всегда, каждый день, ежедневный. 31 августа, вот будет год, как муж умер. У дочери несчастье было. Поэтому мне так было плохо. Я не собиралась сюда ехать. Я уже очень много ездила по святым местам и как не собиралась. Думаю, куда в таком возрасте я куда-то поеду? Не то я выдержу дорогу, не то нет. Поехала. И все время думала, Господи, хоть бы меня на кухню не поставили. Я же ничего не могу. Я не могу для такой компании готовить. Боженька, он все видит, он все знает, да. И вот встретил, как отец Андрей, как он со мной поговорил. Вот вы понимаете, мне так легче стало. И я как будто в другой мир появилась, как-то, и все ощущения какие-то другие. Все какое-то чувство удовлетворения и успокоения, какой-то покой какой-то пришел. Я приехал в 7 классе вместе со своими родителями, когда был еще очень молод. Приехал в составе паломнической поездки во главе с вашим предводительством. Вот. И до сих пор ездим, трудимся во славу Божию. Вот помнишь, сколько раз здесь ты уже? Сколько раз не могу сказать, потому что мы приезжаем, стараемся с нашей семьей приезжать сюда регулярно. То есть воцерковление произошло? Да, именно здесь, да. Именно здесь воцерковление. Да. Вот ты в этом году стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». Вот как ты думаешь, все же в конечном результате вот эти поездки, воцерковления, они сыграли какую-то роль в жизни? Конечно, сыграла огромную ключевую роль во мне, потому что я думаю, что без этого всего мне ничего не получилось бы. Хотя я не хочу сказать, что у меня что-то получилось, все-таки это начало, и кто знает, что будет дальше. Вот. Но будем стараться, молиться, трудиться. В дальнейшем развитии, я думаю, конечно же, оставаться, молиться, трудиться, приезжать в Дранды к отцу Андрею. Вот. Ну а развиваться в IT-направлении, становиться классным специалистом. Я первый раз приехала в январе. Сейчас я уже здесь 5-й раз. Но я бы, может быть, и раньше поехала бы вот с Валентиной Митрофановной Глазевой, которая организовывает такие поездки с 2011 года, да, Валентина Митрофановна? Но у меня так получалось, что я работала. У меня не получалось. Зимой я никак не могла ехать в отпуск. Зимой все 10 дней отдыхают, а редакция районной газеты работает все 10 дней. Я редактором районной газеты работала. А летом тоже не получалось. И когда я сюда приехала первый раз зимой, вот я зашла в храм, и для меня это что-то... Я первый раз в этом храме, но для меня это было какое-то открытие такое. Вот я как будто я здесь бывала раньше. Как будто я здесь не первый раз. Вот такая благодать. Вот все так просто вот все. Просто все было настолько для меня это. Я даже удивилась. Вот. И потом мне так захотелось сюда еще приехать. Во-первых, потрудиться. Трудничество – это один из, так сказать, путей стяжания Божьей благодати.
Но если откровенно говорить, если честно, то я езжу сюда в основном большей частью из-за отца Андрея. Это человек, который произвел на меня неизгладимое впечатление. Вот с ним так интересно общаться, хотя общаться мы общаемся мало, потому что мы трудимся. У отца Андрея столько забот по, так сказать, вот, восстановлению храма и всего. Дело в том, что его проповеди просто производят на меня неизгладимое впечатление. Для меня это... Я его слушаю и не могу наслушаться. Беседы его, только я готова слушать его беседы, там не час, как он с нами беседует, то чуть побольше, а, например, 2-3 часа. То есть и на все сложные вопросы он отвечает просто и как бы понимаешь, потому что вот, я ему задаю многие вопросы сложные, там, когда читаешь святых отцов, возникает много вопросов. То есть вот это все для меня это просто вот... Ну, я сюда еду с большим удовольствием. Я очень благодарна вот Валентине Митрофановне, отцу Андрею, что вот я сюда попала, вот, что я приехала сюда. И теперь вот, ну, наверное, я буду сюда ездить постоянно. Когда назначили сюда служить, место было такое, что, в общем-то, культурный слой вырос вокруг храма, и храм стоял как бы в воронке. И когда дожди проходили, было воды практически по колено вокруг храма. Нужно было делать как отводную систему, дренажную, убирать вот этот слой земли, чтобы он не мешался и не делал вот эту заболоченность сильную. И когда стали снимать эту землю, чтобы вода стекала с горы, то оказалось, что идут трупы практически за алтарем до 3 метров снимали землю, по бокам до 2 метров, спереди метр. И снимали мы аккуратно в течение 4 лет. И практически 2-3 метра были трупов, 1000 трупов. И каждый труп, скелет, это 15 век, когда турки-османы захватывают Абхазию. И бывали христиан. С 6 века автокефально-абхазская церковь. И, в общем-то, в 15 веке, естественно, все христиане, суббота-воскресенье в храме. И турки-османы вырезали христиан. И практически, когда вырезали дранды, некому было их хоронить. И вот эти вот 1000 трупов вокруг храма, мы аккуратненько, каждый скелетик, уже косточки крошились в руках, мы их выкапывали и вырывали здесь сбоку ямы. И засыпали эти косточки, отпивали их, засыпали вот в эти ямы. Ямы там 2 на 2 вырывали, метра огромные, засыпаем, они дальше идут, следующую яму вырываем, дальше засыпаем. Вот. И практически вот в течение 4 лет мы аккуратно вот, убрали эти трупики, похоронили, погребли, отпели их и сделали вот такую дренажную систему. Сейчас любые ливни, дожди спокойненько сливаются с горы, и нет вот этой проблемы высокой влажности в храме, вот, мокрых стен, какие были изначально. Ну, я молилась как-то в тайне сердца своего, чтобы Господь послал мне и духовного отца, и вот какой-то путь, который бы я могла бы к нему прийти, больше познать. И вот так, как говорится, божественное чудо случилось, что я оказалась здесь с семьей. И вот с тех пор, как говорится, увидев и почувствовав ту безмерную любовь отца Андрея, которую он дарит людям, ощутив это на себе, я слышала об этом, но я это ощутила на себе, и, наверное, вот как бы уже по зову сердца просто осталась здесь. Я первый раз приехала сюда в 2019 году. Зачем сюда я ездю? За благодатью. В этом деле важен личный опыт. И нас, православных, всему надо учить. И у отца Андрея есть чем с нами поделиться. Поэтому езжу сюда. Благодать, она все преображает, все животворит. И у меня было послушание сначала на кухне. Потом в этом году вот стену мы ее и отбивали, и шлифовали, и вот теперь и лаком покрываем. Первый раз я сюда приехал в 17 году, в декабре месяце, перед Новым годом. Но нужда была. Да, великая, очень сильная. Да, мне мировая супруга. И здесь я начал трудиться, общаться вот с людьми, которые здесь трудились тоже. И знаете, как-то само место такое
отец Андрей, я с ним уже был до этого знаком. Божий промысел нас свел пораньше чуть-чуть, еще до приезда сюда. Мы с ним виделись у нас там в Воронежской области. И знаете, вот, видимо, вот эта сама обстановка, все это мне как-то помогло, сняло вот это уныние, стало легче дышать, жить. И стал тянуть сюда. Вот один раз приехал, теперь вот 7-й раз приехал. И так, я так думаю, будет продолжаться. Потому здесь место необыкновенное, чудное такое. Здесь Божья благодать, естественно, присутствует. Мы без нее отсюда не уезжаем. Всегда берем с собой запас. Я даже делюсь на работе. Набираю как можно больше. А в этом году внука привез с собой. Тоже здесь трудится. Вы там малышей, наверное, снимали уже. Вон там Георгий бегает. Ему тоже здесь очень нравится. Ну, мы приехали сюда первый раз, наверное, в 2014 году. Ну, это очень необыкновенное место. Это чувствуется душой, когда ты здесь находишься. И когда ты приезжаешь домой, вот эти вот изменения, они начинают происходить именно в душе после тех трудов, которые мы здесь делаем. И это заставляет приезжать сюда каждый раз снова и снова. Я приехала сюда первый раз в 2014 году. Это была зима, и я помню, что на Новый год я съехала как раз-таки сюда. Новый год я встретила в поезде и приехала сюда 1 января. Я увидела то, что люди едут сюда за благодатью. И люди едут сюда не просто путешествовать, они едут сюда с определенной целью. И с этой целью ехала и я. Ехала получить ту самую благодать через трудничество, через потрудиться во славу Божию. И благодаря трудничеству в моей жизни происходили чудеса. И все, о чем я молилась, я все получала в своей жизни. Я вышла замуж, о чем молила, я натрудничала себе мужа, натрудничала ребенка. В моей жизни все прекрасно, и в карьере, можно сказать, я и кандидатскую защитила, все с молитвой, и в родах мне тоже и Бог помогал, и с Иисусовой молитвой на устах я рожала. Я однокурсница отца Андрея по медицинскому по стоматологическому факультету. Вот, во время учебы, но отец Андрей, он тогда не был отцом Андреем. Он отличался от всех наших сокурсников. Это был человек такой отдающий, с ясным таким взглядом, с другим взглядом, отличным от других. Как говорят ребята, наши сокурсники, никогда не тянул одеяло на себя. Это перефразирую его одногруппника. Вот. И потом закончилось студенчество, у каждого началась своя жизнь. И так прошло практически 30 лет. И тут случайно мы к 30-летию окончания института создали чат однокурсников. И случайно кто-то из наших однокурсников увидел в интернете вот ролик с отцом Андреем. Это была вообще мощная, потрясающая для всех нас новость. И у меня сразу вот сердце, меня сразу душа и сердце позвали, чтобы я это увидела. И я в ближайший отпуск взяла именно путевку в Абхазию. Когда я сюда ехала, я практически не помнила, уже прошло 30 лет. Это была потрясающая встреча. Отец Андрей, когда меня увидел вот первый раз, мы были, конечно, рады. Это были такие эмоции потрясающие. И у меня было мало времени. Мы провели с ним несколько часов в разговоре. Это был как один миг.
И, конечно же, у меня не было никаких сомнений, что я обязательно сюда приеду. И мне теперь стало понятно, почему люди сюда едут. Ведь не просто так сюда возвращаются вновь и вновь. Просто всем нам не хватает вот именно того состояния внутреннего, вот этой благодати. Это была мощная вообще информация, что наш однокурсник, вот именно Андрюша Струцкий, стал священником. Но когда я узнала его путь жизненный, меня это еще больше вдохновило и не могло оставить равнодушной, что он делает. Вот. И каждый, даже вот на примере его жизненного пути, он старается спасти многие души. И это видно, это очевидно. Этому есть много примеров. Вот. И это, конечно, низкий поклон ему. Моя история, меня познакомила супруга с отцом Андреем, приехал к нему в гости, познакомились. Мне, так как я недавно только пришел с армии, служил в морской пехоте, узнал, что он десантник, служил в Афгане, и мне как-то с ним очень понравилось общаться. И после свадьбы на следующий день вот поехал с ним, полетел сразу сюда. И маленькая подрастет чуть-чуть, тоже ее сюда обязательно привезем. Сменить обстановку, такую городскую суету, которая очень свойственна Москве, сменить такую на более размеренную, какую-то спокойную атмосферу, которой очень не хватает в большом городе. Вот в Москве очень устаешь морально, и даже не остается ни сил, ни времени на духовную работу над собой. Деньги зарабатываем. Ну да, это как-то уходит на второй план в большом городе, а сюда приезжаешь, и здесь это на первом плане. И вот я трудничала во многих монастырях. Как-то получалось так, что люди приезжали, уезжали, трудничали. Как-то каждый сам по себе. А здесь чувствуется такая вот община сплоченная тоже, да. Благодаря отцу Андрею, мне кажется, так вот он всех сплачивает. И люди приезжают не на 2 дня, там даже многие не на 2 месяца, а годами здесь остаются. И такого мало где увидишь в других монастырях. Все благодаря, конечно, отцу Андрею и то, что, видимо, промысел Божий такой, что он дает нам, трудникам, как-то приблизиться, получить благодать вот эту через трудничество. Конечно, если бы не было отца Андрея, то, возможно, точнее, 100% этого бы всего не было. Я даже не знаю, как сказать. У меня батюшка духовник, поэтому в послушании и молитве. Много монастырей тоже было в разных, но здесь благодаря батюшке мы собрались. Потому что всем, конечно, хочется потрудиться, но мало где с трудниками занимаются. Мало где уделяют внимание трудникам и вообще духовному состоянию людей. И здесь как-то, особенно человек, когда не понимает, зачем вообще все это нужно, батюшка рассказывает, объясняет. И, конечно, для многих это такое место, где вообще начинается христианство. И для меня оно здесь началось. Поэтому, поэтому я здесь. Мне важнее сделать что-то, что было бы моим вкладом в жизнь храма и для Бога. Господь вытягивает, потому что там засасываешься в болото и уже не помнишь, зачем живешь. А здесь как в себя приходишь, хоть осознать, что смысл на жизни один для Бога. Вернуться к Нему надо. Это такое важное очень место. В чем сущность? Но мы видели, как замироточили здесь иконы после Рождества 21 года. Мы стали свидетелями о том, как замироточили иконы, которые здесь выполнены мастерской ремесленной на местном кипарисе. И замироточила икона Иисуса Христа, замироточила семистрельная.
Георгия Победоносца и Стилиана Греческого. Мы были поражены. Мы были сражены, потому что до этого мы только слышали и видели, что, и, допустим, доспехи Георгия Победоносца на иконе, они мироточат. И вот это мира, запах шел на весь храм. И мы только это созерцали. А это на наших глазах замироточили. Мы подумали вначале, что это запотели иконы. А потом, когда побежала уже мира, и она бежала просто вот, знаете, собирали на тарелку это мира. Для нас было это откровением, я не знаю, потому что мы не разбираемся, во многом еще не разбираемся. В этом году, летом, отец Андрей на базе нашего монастыря в честь Успения Божьей Матери организовал детский православный отряд, что стало, не неожиданностью для многих родителей, а наоборот, этого, видимо, давно ждали, хотели, потому что как лето детки приезжают с родителями, у родителей свое послушание, а детки, группы, там, с женщинами, которым давали послушание там, быть с детками, организовывать их труд. И вот менялись организаторы. И вот сейчас понятно, что надо с детками, чтобы был кто-то один. Вот один педагог, который просматривает каждого ребенка, то есть его индивидуальные способности, там, помогает ему развиваться. Там. Мы же с детками равноценно, как со взрослыми, там, боремся со страстями, там, с недостатками. Они каждый день, у нас девиз, я говорю, дети, мы с каждым днем все лучше и лучше, там, становимся, у нас золотые правила, уметь молчать, терпеть, уважать, любить. То есть вот именно все то, что должны прививать в семье родители. Вот, мы вот таким выступаем подспорьем, да, для семейного воспитания. Вот. У деток полноценный день рабочий, они работают наравне со взрослыми с 9 до 6. Вот. Есть перерывы, мы читаем, изучаем жития святых, Евангелие, закон Божий. Вот. Тренировки у них проходят, там, веселые старты, общаемся. Многие приезжают с семьями вместе с детишками. И детишки там в возрасте от 2 лет, а порой меньше даже, там, до 16-18 лет практически задействованы у нас в православном отряде. То есть там есть человек, который руководит этим отрядом, этих детей. И они, в общем-то, тоже выполняют определенную работу, там поливают деревья, там травку щипают, там убирают, подметают. И, в общем-то, на них тоже довольно-таки большой пласт работы в монастыре каждый день. С утра до вечера вот они наводят порядок, чистоту у нас в монастыре. И параллельно с ними там проводятся там, на отдыхе беседы какие-то, там же чтение жития святых. Да, конечно же, результаты очень огромные, потому что обычно приезжают детишки, там, сейчас города у нас в основном с городов, такие все неуправляемые, невнимательные, вот, и там телефоны в руках. И тут, в общем-то, несколько дней они так вот сначала в таком вот конфузе, не понимают, как им тут быть вообще без телефона, вот, как вот им быть без своей квартиры. И тут потихонечку, полигонечку, тут неделька, вторая, третья, и тут дети учатся работать, учатся слушаться, слышать, вот, помогать друг другу. И, конечно же, уезжают совершенно другие люди. Утром встречаемся на утреннем правиле, потом завтрак, и на завтраке, в общем-то, раздаем всем задачи определенные, в течение дня контролирую. Вот наша часовенька Николая Чудотворца строится. Тоже банно-прачечный комплекс, первый этаж у нас половина женская, там душевые, туалеты закрытые, половина мужская. И архиерейский корпус, батюшка Виссарион благословил построили. И сейчас идет внутренняя отделка, потихонечку потолки подшиваем, сейчас там штукатурка, шпаклевка, плитку выкладываем. Вот, и дай бог в скорости объект сдадим. Вот это была монастырская конюшня. Тоже ее обложили кирпичом, так немножечко подремонтировали, облицевали камнем. И, в общем-то, сейчас тут такая наша действующее помещение, где склады, мастерские. Пальмы отдают соседи наши
в основном в Драндах вот находим людей, которые отдают эти пальмы. И мы приезжаем, выкапываем, потом на погрузчике приезжаем, здесь яму копаем и сажаем эти пальмы. И вот получилась такая аллея, больше 200 пальм. Это вот у нас женская купель. Ну, уже, наверное, около 7 лет назад пробурили скважину и на 58 метров. И вот попали в такую водную жилу, осветили в честь великомученика Никиты Бесогона Готского. И вот радуемся, что есть у нас купель, источник. Это вот мужская купель. Посажена за 11 лет больше тысячи деревьев, и многие деревья посажены какими-то семьями от семьи, какими-то людьми. Я говорю, если какая-то трудная ситуация, вот приедете, посадите дерево или несколько деревьев, и Господь без помощи вас не оставит. Деревья за вас будут молиться. Но этот, конечно, храм древний, такой мученический. Турки его 2 раза сжигали в 15 веке, в конце 19-го, уже после реставрации, даже после того, как в 886 году он был реставрирован. И его снова сожгли в конце 19 века турки, когда была русско-турецкая война. Вот. И поэтому, наверное, вот эти вот кости мучеников, да, которые источают благодать, сам храм такой мученический, 1500 лет, который пропитан этой древней благодатью. Вот. Конечно же, мы касаемся этой божественной энергии, этой благодати, и она, конечно, нами переживается. И мы внутри радуемся и даже не понимаем, почему и от чего, да, просто пребывая на этом месте. Поэтому, конечно же, здорово, что есть такие места, где можно приехать и получить, прикоснуться к этой благодати. Ну, будем стараться. Вот такие слова из Священного Писания. «Пою Богу мы, донде же есть». Вот, в Псалтире такие слова. Поэтому везде, где не будем, везде будем стараться и с Божьей помощью будем созидать, строить.